В исполнении младшей группы чтецов Кюндюль 3 А класса Намской средней школы имени Ивана Семеновича Гаврилева стихотворение на военную тему руководителей Данилова Лариса Дмитриевна, Посельская Туяра Николаевна. Боевая моя подруга, сколько раз от гибели спасла, и, спасая от смертельного недуга, столько капель жизненных несла. И от пуль собою укрывала, смерти не дала глядеть в лицо, ты как щитом собою закрывала от верной гибели, наполненной свинцом. Невозможно описать все трудности, с которыми приходилось сталкиваться солдатам Великой Отечественной войны на пути к победе. Как известно, война побеждает не только мужество солдат, оружие и военная техника. На эффективность бойцов влияют любые мелочи, включая удобство и практичность их экипировки. Поэтому военное снаряжение в годы войны создавалось таким образом, чтобы максимально улучшить качество жизни бойцов. И, конечно, незаменимым другом солдата в то тяжелое время была простая алюминиевая фляжка. Добрый день, уважаемые наши гости! Защитник Отечества, как гордо звучат эти слова. Защита Отечества – долг каждого гражданина, почетная обязанность каждого мужчины. Позвольте поздравить вас от имени нашего коллектива с этим замечательным днем, символом мужества и доблести. Наше сегодняшнее торжественное мероприятие посвящается связи поколений. У нас сегодня особенный день, канун Дня защитника Отечества. В нашей библиотеке состоится историческое событие. Торжественная передача реликвий времен Великой Отечественной войны. И это будет соприкосновение истории тех военных лет и как дань уважения величайшего подвигу миллионов соотечественников, отстоявших свободу и независимость Родины. С каждым годом все дальше от нас
героические и трагические годы той страшной войны. Наш долг – хранить память об этом подвиге, уважение к стойкости, мужеству и безответной любви к своему Отечеству и передать это следующим поколениям. Сегодня в нашем мероприятии принимают участие председатель Совета ветеранов Намского вуза Софья Дмитриевна Кобякова, заместитель главы муниципального образования и идейский наследник Николай Михайлович Абутов, руководитель музея материнской славы Идейской средней школы имени Захара Прокопьевича Савина Алексей Дмитриевич Яковлев и школьники Идейского наследия. А также сегодня с нами на связи Республика Беларусь. Всем привет! В конце 2023 года по телеграм-каналу Намской библиотеки с нами на связь вышла Ксения Антонова, Республика Беларусь, города Новополоцк Витебской области. Она сообщила нам об удивительной находке длиной более 80 лет. Об этом нам расскажет заместитель директора Намской централизованной библиотечной системы Александра Валентиновна Никонова. Добрый день, уважаемые наши гости, далекие гости из Республики Беларусь. Сегодня у нас... Слышно? Вот так, а то меня не видно. Сегодня у нас очень волнительный день, и мы вот собрались в стенах нашей библиотеки, и эта встреча, наверное, носит поистине исторический характер. Да? Что историческая память – это одно из самых ценных, что есть у человечества. Особенно сейчас актуальна вот эта историческая честность, когда пытаются фальсифицировать исторические факты, подменять их. Да? Сегодняшнее наше мероприятие – это живое доказательство правды об историческом прошлом нашей общей Родины. Эта история началась в далеком 1943 году, когда на территории Беларуси шли ожесточенные бои против фашистских захватчиков. И вот спустя более 80 лет там же была обнаружена простая армейская фляга. На тот момент это было так, да? Сейчас, спустя такое количество времени, это уже является ценной реликвией времен Великой Отечественной войны. Тема войны, я думаю, не обошла никого стороной, ни один дом, ни одну семью. Да? Мои два деда, они являются ветеранами Великой Отечественной войны, кавалерами орденов славы, ордена за боевые заслуги. И они, как и многие тысячи солдат по всей стране, они сражались за Родину. А сегодня век цифровых технологий у нас стирается абсолютно грань, вот это, да, и география расширяется, и нет никаких препятствий в пространстве, поэтому сегодня у нас, разрешите представить, да, с нами сейчас на связи Республика Беларусь, средняя школа номер 2 города Новополоцка, Ксения Александровна Антонова, главный хранитель Народного музея боевой славы указанной школы, да. Ксения Александровна, мы вас приветствуем. Представьте, пожалуйста, кто присутствует с нами. Добрый день. Вас приветствует город Новополоцк, это Республика Беларусь, Витебская область. И сегодня с нашей стороны на мероприятии присутствует администрация нашей школы, завуч по воспитательной работе Светлана Николаевна Потапова, также ваши коллеги, это библиотекарь нашей школы Ольга Александровна Ливанова, и также учащиеся 7 А класса, в котором учится Евгений Быков, как раз-таки дядя, которого нашел эту флягу и передал нам в музей. К сожалению, сегодня Евгения самого с нами нет на мероприятии, потому что он парень очень активный, и сегодня он отстаивает честь нашего города на республиканских соревнованиях в столице, в городе Минске, по лыжным гонкам. Но сегодня ребята из его класса, одноклассники, которые тоже знают всю эту историю, они сегодня вместе с нами. Замечательно. Ксения Александровна, мы хотели бы поподробнее из первых уст узнать об этой находке. Расскажите, пожалуйста, нам. 2 года назад, это был май месяц, практически 2 года уже будет в этом году, ученик мой, который я преподаю такой предмет, как историю, он принес, будучи учащимся 5 класса, флягу.
Эта фляга, конечно, показалась нам очень интересной, потому что она не просто была найдена предмет, она была именная, она была подписана, и были фамилия написана Ядреев Т.П. 1904 год, а с другой стороны был нацарапан Намский район. Вместе с учениками мы посмотрели, что очень интересно, что такой ценный экспонат для нашего музея, который был найден не так далеко в реке нашего города, в реке Дриса, на дне реки был найден. И, конечно, нам стало очень интересно, как эта фляга попала в реку, кто был этот боец, жив он, либо он погиб. У некоторых ребят возникали вопросы, может быть, он утонул, или эта фляга случайно была обронена в воду. Поэтому мы не спешили флягу передавать в наш школьный музей боевой славы, но когда у нас проходили экскурсии, мы всегда показывали эту флягу. Дальше, конечно, стала проводиться работа по поиску. Кто был этот боец? Мы перешерстили, конечно, очень многие интернет-страницы, посмотрели обобщенные банки данных, ОБД мемориал, память народа, подвиг народа, и тогда мы узнали полное имя бойца, что его звали Ядреев Тимофей Прокопьевич, 1904 года рождения. Также в поисках, конечно, я писала его однофамильцам в разные города, которые находятся рядом с вами, села, чтобы можно было найти родственников и узнать судьбу этого бойца. Ну, как бы поиски мои продолжались 1,5 года, никто особо, отвечали люди, но говорили, что они не являются родственниками этого бойца. И вот совсем недавно, в конце 2023 года, я случайно совсем, не теряя надежды найти историю этого бойца, я наткнулась на замечательную нашу Намскую библиотеку, и там я смогла познакомиться с созданным вами архивом, где вы храните в электронном архиве память о своих воинах-земляках. И там я уже смогла найти информацию о Ядрееве Тимофее Прокопьевиче. И, конечно, я очень благодарна, что мы смогли выйти с вами на связь, что вы смогли поверить, что мы не преследуем никаких там целей, каких-то нехороших, что цели наши только благие. И, конечно, сегодняшнее мероприятие еще раз для нас показывает значимость, что не только в годы Великой Отечественной войны на фронтах сражались народы разных национальностей, а то, что и сейчас, в 2024 году, несмотря на расстояние, мы можем общаться и можем, конечно же, поддерживать дружеские отношения. Поэтому и вам очень большое спасибо за вашу интернет-платформу, за ваш архив, о котором тоже знают сейчас и в Беларуси. Поэтому ваша работа, она тоже проделана была не зря. Александровна говорит об нашем проекте, одном из наших проектов цифровых, это электронная база данных «Солдаты Победы. Славные сыны земли Намской». Там около 2000 человек занесли по персоналиям в эту базу данных. Вот благодаря ей как раз и удалось найти хозяина, как говорится, сегодняшней обсуждаемой реликвии. Мы, работники музеев, архивов, библиотек, мы являемся хранителями все-таки истории, хранителями исторической памяти. В этом смысле, конечно, у нас всех одна единая цель. И мы сейчас от имени общественности, Ксения Александровна и все присутствующие, мы хотели бы поблагодарить вас, и мы вам обязательно отправим в цифровом формате от имени общественности Намского улуса Республики Саха-Якутия слова благодарности вам и вашему ученику Евгению. Мы это отсканируем и на электронную почту все отправим. Примите искренние наши слова благодарности, пожелания всего самого наилучшего в работе и детям, в учебе. Все молодцы. Спасибо Александру Валентиновне и Ксении Антоновне. Тимофей Прокопьевич Ядреев, ветеран войны, награжден дважды медалью за отвагу, медалью за победу над Германией в Великой Отечественной войне. О жизни нашего героя нам расскажет заслуженный учитель школы Российской Федерации, отличник народного просвещения РСФСР, лауреат премии Ленинского комсомола Алексей Дмитриевич Яковлев. Добрый день этого замечательного
праздника. Мы земляки Андреева Тимофея Прокопьевича. И сегодня хочу вам рассказать немножко о биографии Тимофея Прокопьевича Бегерея. Бегереев Тимофей Прокопьевич родился в 1904 году в Витебском Москве Намского района. И в годы становления советской власти Тимофей Прокопьевич принимал самое активное участие в создании первых артелей населения. Одним из первых вступил в комсомол. Как комсомолец он проводил агитационную работу среди населения. И в 1922 году он принимал в повстанческом движении за становление советской власти в Якутии. Работал и трудился в колхозе Буденный, был охотником, кадровым охотником. В 1942 году в ряды Красной армии он был перезван в 1942 году с Намского военкомата. Он служил в 510-м стрелковом полку 154-й стрелковой дивизии Прибалтийского флота. Имеет звание младший сержант. В годы Великой Отечественной войны Тимофей Прокопьевич был награжден 2 орденами, то есть медалями за отвагу и медалью за победу над Германией. Первую медаль Тимофей Прокопьевич получил за отвагу, первую медаль за отвагу санитар стрелкового батальона красноармеец Тимофей Прокопьевич Бегереев получил за то, что в боях за 14-15 декабря 1943 года проявил геройство и отвагу под огнем противника, сделал перевязку 22 красноармейцам и вынес их с поля боя. А вторую медаль за отвагу санитар стрелкового батальона младший сержант Бегереев получил в феврале 1944 года в районе деревни Дворец и деревни Толотихой Спорожинского района Витебской области за успешную борьбу с очагами эпидемического заболевания среди личного состава на переднем крае, сохранив при этом состав их потерь. Вот эти 2 награды Тимофей Прокопьевич получил в боях на белорусской земле. Тимофей Прокопьевич после войны вернулся и жил сначала в городе Якутске, и потом женился и переехал в Кобяйский улус, и там он трудился и умер в 1969 году. Мы, земляки, отдаем дань уважения и храним вечную память о защитниках Родины, всемной жизни, построив наше светлое будущее. Сегодня я хочу вам сказать слова благодарности Ксении Александровне Антоновой, хранительнице кодов Народного музея боевой славы номер 2 города Новополоска, и ученику 7 класса Быкову Евгению. Спасибо вам. В канун 80-летия победы над фашистской Германией мы сделали большой подарок нашему музею материнской славы. Спасибо вам. Слово предоставляется школьникам 9 класса Идейской средней школы имени Захара Прокопьевича Савина, Алексееву Айталу, Босиковой Талане, Эльстовой Яне. Добрый день, уважаемые далекие друзья белорусской. Добрый день, уважаемые далекие друзья белорусской земли. Наш школьный музей как историко-этнографический был создан в 1906
году силами педагогов, учащихся и общественности села. В музее собрано более 500 экспонатов этнографического содержания. Музей имеет 7 основных тематических разделов. Один из больших разделов музея рассказывает о подвигах наших односельчан, которых в годы Великой Отечественной войны 41-45 годов, об участниках Великой Отечественной войны, ветеранах тыла и детях войны. Наше село славится 14 матерями-героинями, не только в области, но и в республике. Поэтому в 2007 году по решению главы наслега музей был переименован в Музей материнской славы. Мы, учащиеся, благодаря подлинным экспонатам и музейным материалам, знакомимся с историческим прошлым нашего народа. И узнаем о традициях наших предков. Также формируя свои взгляды на окружающий мир. С раннего возраста мы начинаем осознавать себя частицей нашей семьи, своей нации, своей родины. Также в нашем музее проводятся музейные уроки и различные совместные мероприятия. Как форма для урочной деятельности в течение года организуется общественно-образовательная экспедиция «Ужорзма. Наследие предков». Она включает различные формы работы, в том числе традиционные и новые на учебный год, уроки мужества, конкурсы, походы, сбор материалов и так далее. По итогам экспедиции в конце учебного года ежегодно проводится научно-экспертическая конференция «Ужорзма», где принимают учащиеся родители, педагоги и общественность села. Музей материнской славы работает как центр гражданско-педагогического воспитания. Спасибо за уникальный, ценный нашему музею экспонат. Спасибо, ребята. Музыкальный номер в исполнении кавалера за воинскую доблесть, капитана гвардии Советской Армии, почетного жителя Сельтер Кабельского улуса и села Первокомста Намского улуса Иннокентия Иннокентьевича Иванова. Солдатская песня «Походная». Советская армия военно-военно-морской флот күнінен. Кетейті кестеңдегі қатталебін, бүгін ұлақан бұл жоғын тұрағын олы тұрар, едойдылы ақпотын ертізер, онын бары күтігер, ұтын ұрыққы кеме ақтан санан, олар күтігер, үйді соны хүлдер күтігер, сілдің жемін сөз бейметебін, оны ұттан құлақа. Bu önce 1904 yıllarda ağabeyde seliteger Sovyetский народ не doyduğunu sürbe hette milyon kişinin tolup veren turan ne doyduğunu kımıskâbete. Sovyetский doyduğuna olsa 104 Arap народностар olurlar zaten doğurdular butlara. Onun Sovyetский правительство, Коммунистическая партия köğülerinden, tümütünden Ev lakan köyünü şeken turunda. Ondan bu ağa köyüne ne duyduların kömüskay dönür butan kahan dönü vapıt. Mene dön bu ağırdaştan ben beyam jekerkenin istoretin kapsir bollak buna sağda tutan bihit jebetitten, otumin beyam jebitten alttaki serilespite 100 bir götürevi tubayım, 2 kütüyetim, Ona inyam vaya otatayım bu ne duyduğun kamiskâbettere
bir küçüğün belli takatın oktuğuda iki tarafı bayım lahan bahari olan slava öz stependen ordenak ne de diyor benden kalbete tıkakakımya Ivano Prokopi ne kendileştiren paştaların ziyaret vakıtta gaybiler bu vaktakın artbın mançarı bağlı ola jener o ağabeyden bırakı olan ola. Ondan öte bu seri kıyamete bir haka bir hediye naha olup şubas. Ondan men gergemitten biyes ki bana seriles biter. İki tayekken sonra vakit süpüttere bir götüre iki bir götüre batayı bu etten bir vaya lite vakit biter. Bir abagata atağa vakit biter. Ondan bu kadın o gergenim anne bir tutu o bir ki. Ona ise sakayretten buraya taarda kasame bakı bara seriles biter dillere olacak. Çekler yan turak gidecek. O kadın saka aksanettan vaziyet buraya tanırduga seriles bit. Ondan ulunca omuktan biyeseler tecahete buraya. Teknesi kinler aksanlarına baktık. Olurduğunda ise bu tüyüge tüheler bakı korkuyor elbette bu boy. Ondan bilen kurdu diye burası bina kurap bar olan Yusuf Süresi Stalin'e bu hattiyen Allah'ın kemen altların elbette söyleyeceğim bu hatta. Onun ne varsa ilgili çekte bir yaklaşık. Seninle diyen törenlerden bu tereyağın üst kahanı seçeneğinden ya bahsettiğim bir üretim Yusuf Kapzan Zatobo Parneden relahat edildi. O sebeber ola kire rince turar, ola monitopon kurdu. Vanna ise o bir köprüde bir pevin olduğum o kenditten lezu avazora siniye diyen kendi sizayet polden alakadda o şey trilogine vardı. Onunla ıvlanma töreninden onunla çok bara bu batırlar. Neydi bu halkı kölöneler Cemmut'un kurup öncü sanır tıktır sıcak takıt. Günler iki attığına kent tutuq takıt diyen peydebildi. Ondan bu işte körende turan ıvdırağım. Atın ırılarında ıvdır bulanına atımı ki min 69-71 yıllardaki Reske Sovyet kıtayı gitti, bile Damanskay'ı ulakın isyanı kemiğe bara soğuz palavatın. Венская, Мурданская, гвардейская частка отделение командиринdan, взвод командирин Солбуячет'ından Sержант, Старший сержант, ondan демобилизация армияны младший лейтенант званиялар тümüktäbeti. Onu heti bilgin гвардия капитан denisi bildirdiler. Yeterli bu Alişevskay benimle tuygun ete ne kadar достойные продолжатели боевой славы отцов атана Джонатан Бидестер турасына мекен тутталын. Онда намтан царская революция, турек мустак бола, әне bir показ ұлыспалапы кене рота старшинатады. Четаға каштақтен младший командирдері білеміне учебіне полка бар, оны бастан өремек бет, онына жауап бітірен барамы күйін, сасыңар ұлып бұд, күйін болданы бұл даурияға тен сұлыспалапы, мотосырықпоғы гвардейский час. Онын әдер етчаттарытын, мне гвардейский олыс естәқті. Құлырарым, аға көлен олығын салған, албан атта бойбой солын салған. Инелен тұран әчеттар. Я сегодня до зари встану, по широкому пройду полю. Что-то с памятью моей стало, все, что было не со мной, помню. Бьют дождинки по щекам алым, для вселенной 20 лет мало. От неба я знаком с парнем, обещавшим я вернусь
дома, а степная трава пахнет горечью, а степные трава зелени. Просыпаемся мы, и грохочет над полночью, то ли гроза, то ли эхо прошедшей войны. Мама там поправил скатку за спиной, а вслед вздохнули местные девчата, видать, скучают по другой. Солдат, он такой, и недаром говорят, самый мирный, самый верный, самый верный человек, солдат. Дороги мирно пахнут мятой, шумит листва над головой, лишь потому, что парень с автоматом идет по звонкой мостовой. Солдат, он такой, и недаром говорят, самый сильный, самый сильный, самый сильный человек, солдат. Солдат отчить не судит свято, не ради славы и наград. Из всех людей он может самый первый загон, как не было солдат. Солдат, он такой, и недаром говорят, самый мирный, самый мирный, самый мирный человек, солдат. Самый мирный, самый мирный, самый мирный человек, солдат. Слово предоставляется председателю Совета ветеранов Намского ВУЗа Бяговой Софье Дмитриевне. Добрый день, уважаемые гости, уважаемые здесь присутствующие. Старшее поколение Намского района, это мы, Совет ветеранов, выражаем огромную благодарность Ксении Александровне и ученику Евгению, что нашли такой для нас очень значимый артефакт войны. Вот в те годы войны из нашего маленького района призваны 653 воина. Все ушли на фронт. Остались здесь одни старики, женщины и дети. Только вот из этого вернулась только 1/3. И 2/3 погибли и без вести пропали в этой войне. И мы всегда с тяжелым сердцем вспоминаем эти трудные годы, которые эта война унесла миллионы невинных человеческих жизней. Мы всегда помним и бережем подвиги наших дедов, отцов, и вот стараемся всегда передать это нашему молодому поколению. Спасибо вам, и очень нам отрадно, что мы сейчас находимся в такую даль вот на прямом эфире. И нам вот уже посчастливилось, чтобы вот связаться с вами прямо с Республикой Беларусь.
Но спасибо вам еще раз, что нашли. Вот это нам очень дорогое, родное. Слово предоставляется начальнику муниципального казенного учреждения Управления культуры и духовного развития Едрихинскому Семену Прокопьевичу. Добрый день, уважаемые друзья, наши дети и наши друзья с далекой Белоруссии. Ну вот, Великая Отечественная война, она сплотила всех народов Советского Союза. Тогда все воевали вместе, и русские, украинцы, белорусы, якуты, казахи, киргизы. И тогда вот в 1941 году вся наша страна Союза Советских Социалистических Республик выиграли вот войну против немецких захватчиков. И, конечно, очень отрадно, что на сегодняшний день наши праправнуки и наши вот друзья с далекой Белоруссии, из других регионов, где вот находят вот эти давние, где вот была война, артефакты, всякие вот пулеметы, автоматы, каски. И сегодня нашли вот нашего земляка сидейского наследника Едреева вот фляжку. Это, конечно, очень отрадно, что мы сегодня не забываем про эту очень кровопролитную войну против немецких захватчиков. Но, конечно, хотелось бы жить мирно, дружно, но мы прожили где-то вот 70, сколько, 8 лет в мире, но опять же вот есть такие тоже люди, которые хотят войны, и вот сегодня наши ребята тоже воюют вот в Украине, в Донбассе, с нашего района. Сейчас там очень много тоже наших ребят героически сражаются там в боях. На сегодняшний день наши братья, сыновья, дети там тоже вот героически служат. Они тоже, как и наши деды, наши вот старое поколение закаленных наших отцов, дедов, тоже сегодня очень вот героически сражаются. У нас в Республике Саха-Якутия сегодня 3 же героя, да? 4 героя, 2 из них наши земляки. Мы ими гордимся. Но и, конечно, хотелось бы, конечно, поскорее закончилось это боевое действие. И хотелось бы, чтобы наши дети, внуки жили под мирным небом всей Вселенной. Спасибо. Слово предоставляется заместителю главы Едейского наследия Николаю Михайловичу Абзукову. Добрый день, уважаемые участники телемоста, глубоко уважаемые представители города Новополоцк, Витебской области, Республики Беларусь. Всех вас искренне приветствуем с историческим мероприятием, с Днем памяти «Связь поколений. История одной фляги», посвященной торжественной передаче реликвий времен Великой Отечественной войны музею нашего села
«Материнская слава». Вся страна готовится отмечать 80-летнюю победу Великой Отечественной войны. Сегодня действительно знаменательное событие, так как на встречу самого значимого всенародного праздника 9 мая, благодаря удивительной находке длиной более 80 лет, нам выпала честь принять флягу, принадлежащую нашему бойцу Идрееву Тимофею Прокопьевичу. Выражаем огромную слова благодарности, во-первых, ученику 7 В класса средней школы номер 2 города Новополоска Евгению Быкову, учителю Евгении Ксении Александровне Антоновой, главному хранителю фондов Народного музея боевой славы за находку исторической фляги. Благодаря вам фляга бойца Великой Отечественной войны Тимофея Прокопьевича доставлена в родной край. В этот знаменательный день хотелось бы рассказать коротко о нашем селе. Наше село небольшое, село Маяхтах находится в 35 километрах от Намского района, от центра района. Природная зона, где расположились наши предки, плодородная, и поэтому в основном наши предки занимались сельским хозяйством. И сейчас по архивным документам село было образовано в 1632 году. В годы Великой Отечественной войны из нашего села на фронт отправились 149 бойцов. Из них в полях боя погибло 91. Вернулись домой 57. Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил свои боевые задачи. В дань уважения героям тех событий в 1975 году был построен сквер Победы. В дальнейшем, в 2015, 2019, 2020 годах этот сквер преображался, установили освещение, арку, изготовили мемориальные плиты. Численность населения на данный момент составляет 1051 человек. Славимся не только в республике, но и в России 14 матерями-героинями. Наш наследник – это центр высоких спортивных достижений и высот, кузнец новых поколений юных спортсменов. Вот уже много лет ведем, пропагандируем трезвый образ жизни, являемся примером для других сел. Сегодняшний телемост объединил нас с героями удивительной находки, жителями города Новополоск. Мы выражаем слова благодарности Ксении Александровне за плодотворный труд, профессионализм, воспитание патриотических чувств подрастающему поколению. И хотим передать вам чорон и кытыя. Это якутская посуда, которая символизирует долговечность, гостеприимство. Видно вам? Символизирует гостеприимство, богатство и счастье. Спасибо большое, очень видно, да, замечательно. Спасибо. Мы обязательно передадим это вам через доставку. Спасибо вам большое. Евгению тоже очень большое спасибо. Спасибо вам огромное. В конце выступления хотелось бы поблагодарить организатора этого телемоста Майю Романовну и его коллектив. Спасибо большое за плодотворный труд. Спасибо вам большое. Спасибо, Николай Михайлович. Слово предоставляется председателю местного отделения общественной организации движения «Первых» Едрефинской Анне Ильиничне. Добрый день, привет всем ребята и уважаемые учителя. Я представляю местное отделение движения «Первых». Может быть, вы слышали, у нас в 2022 году
стране вышел по указу нашего президента Путина, вышел закон о российском движении детей и молодежи, но основной целью которого является воспитание именно патриотических чувств, сохранение той исторической памяти, которая осталась от наших предков, исторических фактов, событий, для сохранения культуры народов России и других народов, которые проживают на территории нашей великой страны. Как мы знаем, на территории Российской Федерации живет очень много белорусов. И Белоруссия является самой любимой, родной республикой, да, для нашей страны. И я отрадна то, что вы сохраняете именно ту историю, которую проживали ваши родители, прадеды, деды, да, и приумножаете. Но в нашем движении есть направление, которое называется историческая память, в рамках которого проводятся различные мероприятия именно по сохранению исторических фактов, исторических событий тех времен, тех или других времен, да. Как раз это мероприятие является подтверждением этой деятельности, да, активности ваших детей и Евгении в частности. И мы надеемся, что наша дружба продолжится благодаря Майе Романовне, коллективу, который нашей библиотеки, который плодотворно работает очень хорошо, по-современному. И мы еще дальше будем дружить, мы как-то выйдем на вас. И благодарю вас, ребята, вам желаю хорошей учебы, дружите, любите свою страну, дружите с нашими детьми и всего вам хорошего. Светлая память героям, отдавшим жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Объявляется минута молчания. Начинаем торжественную церемонию передачи военной фляги младшего сержанта Ядреева Тимофея Прокопьевича в родной наследие, музей материнской славы Едельского наследия. Почетному караулу вынести флягу. Надеемся, что реликвия, чудом найденная и доставлена на родную землю героев войны, останется в памяти поколений на долгие годы. Годы Великой Отечественной войны стали испытанием для советского народа. Каждый ковал победу на фронте и в тылу. Взрослые и дети вносили свой вклад в борьбу с фашистами. Одновременно солдатами на поле боя и работникам тыла в строй стала песня.
Именно песня поддерживала дух народа и поднимала патриотизм в сердцах. В завершении нашего торжественного мероприятия предлагаю спеть все вместе песню нашего земляка, известного поэта, переводчика Ильи Винокурова «Чалган». Мелодия Андрея Костина «Айгар Рета». Фотографирование. И благодарим Республике Беларусь, Ксении Антоновне, спасибо за прямой эфир, участие в нашем мероприятии. Желаю вам всего лучшего и надеемся, будем держать дальше с вами связь и дальше работать. Спасибо вам. Спасибо вам большое. Спасибо за хорошее мероприятие, за то, что провели такую красивую церемонию. И мы тоже надеемся, что эта наша видеовстреча будет не последняя с вами. Тоже с наступающим вас праздником. До новых встреч!